Предчувствие беды, конечно, было. Мы это предчувствие еще с первой войны знали, на что они способны примерно. И как они воюют, и с кем они воюют. Но мотив нам непонятный. Почему воевать с мирным населением и выдумывать какие-то сказки там Дудаев, не Дудаев. Нам не нужен был ни Дудаев, ни Ельцин, ни эта война. Со всего, с города, с ближайших сел были беженцы здесь и мирные жители. А почему российские войска так пустили этих боевиков в наше село? Их можно было остановить за селом. Убеждены в этом, что это было сделано целенаправленно, под командованием генерала Шаманова. Утром, рано утром, меня разбудили дома. Я встал, и говорят, какие-то зашли там, не зашли, но я лично никого не видел. Потом где-то около 9, по-моему, часов началась обстрел, с маленькой руки. Первые они самолеты бомбили мечеть наш, в центре большой мечети. Потом начали с этой улицы. Первый попал вот там рядом. Потом мы взяли всех детей, женщин, стариков, больных, небольных, в этот дом. Мы туда как бы спрятали. Тогда тут было тепло, жили, печка стояла. Детей, женщин, слабых сюда понабралось, не знаю сколько, но было очень много. Потом я в этот, который перед нами дом зашла, сварила там молочное что-то детям. Принесла, раздавали, все вот по мискам. Поели как бы дети. Здесь колыбелька стояла, там один ребенок лежал, родственники. Вот здесь старушка лежала, здесь еще одна, и здесь были старики, дети. Там в той комнате тоже были дети, старики, а мужчины в той комнате были. Мы даже не думали, что они будут бомбить мирных людей. Мы это знали, но мы как-то хотели не думать об этом. И первая бомба в огород попала, а второй на нас прямо. Желтый дым, черный дым и красный. Так. У меня в сознании я вся была, я только за детьми смотрю, то этого, то этого. Потом как бы пробка вышла, как бы свет просочился. А вот это Вахаева, она с младшим, что у нее на руках был, она про своих отдельных детей забыла, остальных детей. Она выпрыгнула через окошко, муж у нее лежит во дверях убитый. Потом мы выбежали, по нам стали с пулемета вот так стрелять, я залатала это, чтобы не видно было, осколки по стенам. Пулеметный обстрел там стоял. Как бы этот самолет пролетел, я с детьми побежала к соседям. А там моему сыну попало в голову. Извините. Второй этап у меня начался. Вот минометные обстрелы, вертолеты там. Вот раненые, которые лежат, тяжело раненые, легко раненые были. Они после этого, второго обстрела, они уже второй раз очень тяжело были ранены, и большинство погибло. Шахаев Аслан, сейчас он за границу с семьей выехал. Он меня, сильно раненых, моих двоих детей, еще сильно раненую женщину и мальчика, у которой мать умерла. Нас он вывез. От нас пост стоял на окраине. Они не разрешали вывозить. Просто будь что будет.
Остальные 4 у меня под бомбежкой. У них отца нету, они остались у меня 4. Те тоже ранены были, но не так сильно. Вот взять их невозможно, обстрел ведется. Оставить все на Аллаха, и я вышла сильно ранеными 2. Вот к посту приближаемся, по нам вертолет стреляет. Это я не знаю, какой-то огонь был с вертолета. Сыну осколки снимали, и я его держу. Операцию делаю, держу я, некому было. Вот ко мне подходит одна, я не знаю, кто. Там и уборщицы врачами стали, и санитарки, все. Говорит, женщина, эта кровь с вас идет. Я не знала, что... Оказывается, у меня рука вот так вот висит. Ну, кость не задела, а тут висит. А в костях у меня до сих пор осколки сидят. Его в больницу, и всю эту ночь я смотрю на катарют. Село горит, у меня отец тут старый, сестра и дети маленькие одни. Мы на трассу выехали, когда в машину попала бомбежка. Я побоялась, что мне будет больно, я закрыла глаза опять. Но потом сколько-то времени прошло, я открыла опять глаза. Я уже лежала на земле, рядом была сестра, и у ног была двоюродная сестра. А с левой стороны, около остатков там машины, там лежал брат. У него ноги были оторваны, он так крутился, плакал. Ноги стояли на месте. И сестра плакала очень. Кровь шла изо рта. Она прям захлебывалась. Хотела сказать, не плачь, но не могла. Не смогла сказать ей. Плакала, потом вырубилась, что ли, не знаю. Прошло время, и этот человек какой-то там пожилой, он нас в таблетку положил и спросил фамилии. Я сказала фамилию всех, и потом опять сознание потеряла. Мы копаем могилы руками, лопатами. В тот день у нас не было сил, чтобы копать руками могилы, да и мы не успели бы. Мы пригнали 2-3 трактора, наняли. Мне было, я подчеркну, 12 лет на тот момент, когда вот мы их мыли, вот тело погибших, закрывали в саван, я лично помогал. Ну, мыть отца тела, вот. Я помогал лично, мыл и... Вся тело была в дырках, осколочное ранение. Вот. Маму 1,5 года прошло, как не нашли, потом через 1,5 года, через полгода нашли в Кянгичу, там большую яму сделали, туда всех умерших закинули. Их так много было, говорят. Тетя моя там была, говорила. Всех наших искали там. Невозможно было их узнавать, по вещам узнавали. Отца не знаю, как нашли. Говорят, собирали почти по кускам. И брата у кого-то там, у кого-то во дворе нашли. Я не знаю, у кого там волной, наверное, откинула.
Именно из материалов следствия мы знаем о допросе генерала Шаманова и о его словах, записанных прямой цитатой в решении Европейского суда, о том, что проверку паспортного режима провести в селе Катар-Юрт не удалось, поэтому генерал Недобитко был с военной точки зрения абсолютно прав, применив тяжелую авиацию и артиллерию. Было вынесено и постановление о прекращении данного уголовного дела. Суть данного постановления заключалась в том, что в действиях руководства данной операции не имело состава преступления, поскольку они действовали при крайней необходимости. То есть убийство такого огромного количества мирных жителей было признано как бы законным и обоснованным. А никаких мер общего порядка предпринято не было. То есть, кроме расследования того преступления, о котором идет речь в решении, там ведь говорилось о необходимости изменения уставов, наставлений, системы подготовки офицеров, с тем, чтобы исключить подобные в будущем. Исключить неизбирательные бомбардировки и обстрелы населенных пунктов, в которых скопилось гражданское население, чтобы не допустить новых жертв. Я так думаю, что это отозвалось потом не только у нас. Дело в том, что сирийская армия, ее офицеры, многие ведь готовились именно в российских военно-учебных заведениях. Так что и Алеппо, и все последующее, вплоть до нынешних событий в Идлибе, вплоть до того, что еще случится, в этом есть отчасти ответственность тех, кто предпочел ничего не делать после Катар-Юртовского решения Европейского суда по правам человека. Если не делать выводы, мы ходим по кругу. И пока этот круг окружен развалинами и могилами.